Уважаемые коллеги, друзья, добрый день. Все на месте у нас? Все на месте. Я рад всех приветствовать. В начале хотел бы, у нас сейчас состоялась беседа в узком составе, в начале хотел бы поприветствовать министра промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран, господина Аббаса Аль-Абади. И я еще скажу в своем выступлении. Хочу отметить, что мы в узком составе отмечали, что сегодня подписано соглашение о сотрудничестве и зоне свободной торговли между Евразес и Иранской Республикой. Думаю, что это очень хороший шаг вперед. Ну, сейчас еще скажу об этом. Мы, как я уже сказал, только что завершили заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, обменялись мнениями по важным аспектам деятельности нашего объединения, наметили стратегические перспективы углубления интеграционного сотрудничества. В частности, обсуждался вопрос о принятии декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года. И эта идея была поддержана. Все члены Высшего Совета согласились утвердить декларацию, и соответствующее решение мы формализуем по итогам нашего заседания. По сути, декларация – это новый документ программного характера, которым предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия. Наши министры экономического блока, эксперты и профильные специалисты хорошо поработали над согласованием текста декларации. Документ вобрал в себя видение всех 5 стран Союза, того, как дальше должна развиваться евразийская интеграция, полностью отражает мнение и интересы каждого из участников Евразес и представляется весьма добротным. На встрече в узком составе подведены основные итоги деятельности Евразийского союза в ходе российского председательства, которое завершится 31 декабря. И российская сторона, безусловно, благодарна всем партнерам по объединению за конструктивную совместную работу, в том числе по реализации приоритетов нашего председательства. Взаимодействие в рамках Союза продолжает развиваться динамично и успешно по всем ключевым направлениям интеграционного строительства, даже несмотря на известные трудности, связанные с непростой международной внешней ситуацией. С удовлетворением отмечаем, что в текущем году во всех странах-членах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так у нас в России за первые 3 квартала ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%. Прирост валового продукта, причем весьма значительный, имеется и в других государствах Евразес. Насколько я знаю, за 9 месяцев он составит в Армении более 9%. Да? Так оно и есть. Да? Ну, это очень хороший показатель. В Казахстане почти 5%. Да, Касым Жамилевич? Ну, отлично. В Киргизии более 4%. А в Беларуси, так же, как и в России, 3,5%. Промышленное производство в Евразес увеличилось на 3,5%. Строительная отрасль выросла на 9,3%. Что немаловажно, количество безработных в целом по Евразийскому союзу сократилось на 14,2%. А в России безработица вообще находится на минимальном историческом уровне, менее 3%, 2,9%. По имеющимся данным, за 9 месяцев текущего года торговля между 5 нашими странами выросла на 8,9%. При этом улучшается и ее структура, увеличиваются поставки готовой высокотехнологичной продукции с одновременным снижением сырьевой составляющей. Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%. И этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем, с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе. Планомерно расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров,
пятерки. Сегодня состоялась, как я уже упомянул в начале, церемония подписания соглашения о свободной торговле между Евразес и Ираном. Хотел бы поздравить всех нас и присутствующего здесь иранского министра промышленности и торговли господина Алибади с тем, что завершена работа над этим стратегическим документом. Исламская республика Иран является одной из крупнейших экономик Евразийского региона, технологически развитым государством и ключевым звеном южного торгового пути между рынками Евразес и странами Ближнего Востока и Южной Азии. Поэтому укрепление связей с этой страной принесет очевидные выгоды как всем участникам нашего объединения, так и самой Исламской республике Иран. Как известно, действующее с 2019 года временное торговое соглашение Евразес с Ираном позволило нарастить встречный товарооборот в 2 раза, хотя охватывал лишь незначительный перечень товарных позиций. В соответствии же с подписанным сегодня соглашением тарифные льготы будут распространены на более чем 85% товарной номенклатуры и свыше 90% объемов текущей торговли наших стран с Исламской республикой Иран. И рассчитываем на оперативное проведение всеми государственными членами соответствующих ратификационных процедур. Напомню, что в настоящее время готовятся важные договоренности и с другими обладающими большим экономическим потенциалом странами. Речь идет о преференциальном соглашении между Евразес и Египтом, одним из наших ключевых партнеров в арабском мире и на африканском континенте, с которым страны Евразийского союза связывают тесные отношения и интенсивные товароэкономические, торгово-экономические контакты. Работа над проектом соглашения о свободной торговле с Египтом находится на весьма продвинутой стадии, и мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы как можно скорее выйти на его подписание. Помимо этого, Евразийская комиссия ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами и с Индонезией. Формирование зон свободной торговли с этими странами позволит еще больше нарастить экспортный потенциал Евразес, увеличить взаимные поставки на рынке дружественных государств и тем самым придаст дополнительный импульс развитию экономик Союза, будет укрупнять и будет диверсифицировать наш общий рынок. В целом, с ростом авторитета и экономического веса Евразес все больше стран и международных организаций выражают заинтересованность в установлении взаимовыгодных контактов с пятеркой. У нас уже налажено тесное сотрудничество с такими крупными региональными структурами, как Шанхайская организация сотрудничества и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Реальную отдачу приносит и работа по сопряжению интеграционных процессов по линии Евразес и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Возвращаясь к сотрудничеству непосредственно в рамках Евразес, хотел бы акцентировать, что целый ряд важных решений в текущем году был принят в сферах промышленной кооперации, локализации производств, по углублению сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Напомню, в частности, что на майском саммите Евразес в Москве мы одобрили запуск специального механизма финансирования, предусматривающего особые льготы для экономических проектов с участием 3 и более стран-участниц Союза. В нынешнем году также утверждены правила взаимной торговли электроэнергией на общем рынке и начал свою работу Совет руководителей органов государства Евразес в сфере энергетики. По итогам нашего заседания мы утвердим решение о наделении этого Совета дополнительными контрольными полномочиями. Продолжается интенсивная работа по развитию единой транспортной системы Евразийского союза, включая международный коридор Север-Юг, и в этом смысле опять же возвращаюсь к нашему сотрудничеству с Исламской республикой Иран, за которой здесь ключевые позиции. Активизировалось сотрудничество в сфере науки и техники, последовательно укрепляется технологический суверенитет государств Евразес. Общими усилиями наших стран продвигается цифровая повестка, в том числе создана и успешно развивается интеграционная информационная система.
разработаны и принимаются единые стандарты обмена данными и правила цифровой коммерции. Еще одним шагом вперед на этом направлении станет подписание нами сегодня протокола о внесении изменений в договор о таможенном кодексе Евразес в части регулирования внешней электронной торговли. Естественно, повестка нынешнего заседания Высшего Совета включает и другие важные вопросы интеграционного взаимодействия. В их числе координация макроэкономической политики, снятие остающихся ограничений и барьеров во взаимной торговле, совершенствование антидемпинговых механизмов, развитие общего рынка услуг, сближение правового регулирования в сфере естественных монополий. Соответствующие договоренности уже согласованы и будут оформлены сегодня нашими решениями. Дорогие друзья, с 1 января Россия передает председательские функции в Евразес Армении. Я хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь. Как мы уже не раз отмечали, в будущем году исполняется 10 лет заключению основополагающего договора в Евразес. И мы сейчас в узком составе договорились, что, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею, в Москве. Этот саммит откроет новое десятилетие тесной совместной работы по углублению интеграции, повышению благосостояния и качества жизни граждан наших стран. Четкие ориентиры на этот счет определены принимаемой сегодня долгосрочной декларацией о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045. И еще хотел добавить. К нашему заседанию подготовлены проекты решений об обновлении состава коллегии Евразийской экономической комиссии и суда Евразес. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех действующих членов коллегии, судей и особенно председателя коллегии Михаила Владимировича Мясниковича за весомый вклад в развитие Евразийского экономического союза. Он действительно многое сделал, чтобы комиссия работала ритмично, эффективно. Также хотел бы поприветствовать заступающего с 1 февраля 2024 года на пост главы коллегии господина Сагентаева. Мы его хорошо очень знаем, который уже работал членом ЕЭК и уверен, энергично и без раскачки примется за свои новые обязательства. Обязанности он был и в администрации президента Казахстана работал, и был председателем правительства, премьер-министром Казахстана. Конечно, желаю успехов всему новому составу коллегии Евразийской комиссии и суда Евразес. И позвольте передать слово Николаю Николаевичу Пашиняну, а затем выступят другие участники саммита. Кроме того, мы просмотрим видеообращение президента Республики Куба Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса как главы государственного наблюдателя при Евразес. После чего заслушаем доклад Михаила Владимировича Мясниковича и подпишем и утвердим подготовленные проекты. Благодарю вас за внимание.